Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Новогодние дни – это, как правило, череда застольных праздников, не лучшим образом сказывающихся на нашем здоровье. Как пережить праздничные дни? Существуют ли безопасные нормы потребления алкоголя и как избежать последствий возлияния? Об этом мы поговорим с врачом-психиатром, наркологом Якутского республиканского наркологического диспансера Натальей Старцевой. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, лучше всего, конечно, не пить в новогодние праздники, но как быть тем, кто не может отказать себе в удовольствии выпить пару бокалов вина или более крепких напитков? Есть ли какие-то нормы потребления, которых следует придерживаться? Ну, вы знаете, я как нарколог очень не люблю вопрос о норме потребления, да, потому что когда мы начинаем говорить о каких-то нормах, мы встаем на очень скользкий путь. Ну, вот если конкретно какому-то человеку сказать, можешь выпить столько-то и столько-то, да, то мы никогда не можем быть уверены, к чему приведет вот это употребление. Мы знаем, что даже однократное употребление небольших доз, оно приводит к весьма печальным последствиям. Да? Достаточно заглянуть в интернет, посмотреть хронику криминальную, да, или какие-то там, почитать про дорожно-транспортные происшествия, все встанет на свои места. Поэтому, конечно, наш совет, да, всех наркологов, наверное, всей страны, это минимизировать количество выпитого. Ну, не будем так жестоки, так скажем, да, в рамках такой вот новогодней традиции, да, подбой курантов, я думаю, что бокал шампанского будет вполне достаточно. Но если мы говорим о людях, которые раньше уже имели проблемы с алкоголем, то мой совет, он однозначен. Это, конечно, категорическая трезвость, полная трезвость. Ну, а вот с точки зрения физиологии, человек, которому, допустим, какое-то количество алкоголя разрешили, скажем так, официально, но остановиться не может. Вот что происходит с организмом? Ну, если все-таки так происходит, да, то такой человек – это, скорее всего, уже человек зависимый. Потому что здоровый человек, он никогда не будет продолжать употребление алкогольных напитков. И вообще на второй день после употребления у него возникает стойкое отвращение к алкоголю. А если же человек, например, продолжает веселье, да, еще хуже, он начинает опохмеляться, то, конечно, это говорит о том, что у него уже есть зависимость, и ему нужно обратиться к специалисту. Но все-таки, тем не менее, как подходить к выбору напитков, каких категорически стоит избегать и какие блюда с какими напитками стоит сочетать? Ну, конечно, категорически стоит избегать покупок в неизвестном месте, у неизвестных людей. Конечно, да, это мы говорим про суррогатные напитки. А если вот говорить про, ну, какое вино купить, да, то, конечно, наверное, выбирая из нескольких зол, можно все-таки посоветовать сухие вина. Да? Почему? Потому что в Новый год, новогодние праздники, вообще люди много кушают, много выпивают, то есть нагрузка на желудочно-кишечный тракт, она и так большая. И употребление вот таких крепленных, полусладких вин, которые содержат большое содержание углеводов, конечно, это дополнительный стресс для организма. Поэтому все-таки это сухие вина. Есть миф, что градус напитков при какой-то вечеринке нужно повышать, но никак не понижать, чтобы, ну, скажем так, безболезненно из этой ситуации выйти. Миф это или действительно это помогает, и все-таки как снизить влияние алкоголя на здоровье с помощью каких-то, может быть, продуктов, лекарств? Ну, вы знаете, это вот разговоры из разряда того, как принимать наркотическое вещество, да, и минимизировать последствия употребления. Ну, каждый человек, как говорится, сам опытным путем приходит к тому, что для него, ну, менее вредно, так скажем, да. Конечно, вот самый лучший мой совет – это выпивать как можно меньше. Но каждый человек, так скажем, приходит к определенному правилу, которому старается следовать. И вот подобные разговоры, они, конечно, из разряда подобных. Да? Кто-то, например, там, не выпивает на голодный желудок, да? Кто-то старается не смешивать алкогольные напитки, кто-то, там, например, не понижать градус и так далее. Да? В общем-то, ну, если человеку помогают такие, да, методы, то почему бы не воспользоваться ими?
Ну вот из опыта прошлых лет вот такие длительные новогодние праздники каким-то образом сказываются на, скажем так, увеличении вашей работы? Ну, еще как, конечно, однозначно, да. Вообще новогодние праздники, вообще практически весь январь – это самая напряженная пора, да, А с в нашей чем работе. обычно обращаются? Но основной повод – это невозможность прервать запой. Вот действительно, такие длинные праздники, они у зависимых людей вызывают запойные состояния, да, из которых они уже выбраться не могут самостоятельно, и им приходится обращаться к специалисту. И какую помощь оказываете вы в таких случаях? Ну, наша помощь, она совершенно разнообразна. Да. Если человек просто хочет снять, например, алкогольную интоксикацию, то мы занимаемся дезинтоксикацией. Но у нас есть еще и курсовое лечение. Да. Если человек хочет вообще победить свою зависимость, у нас есть реабилитационная терапия. Поэтому, ну, тут, как говорится, зависит от того, что же хочет сам пациент. Ну, определиться, в какой момент стоит обращаться за медицинской помощью, как его понять? Ну, вы знаете, как я сказала, основной, конечно, повод для обращения – это запойное состояние. Ну, вот человек выпивает однократно на Новый год, да, вот здоровые люди, они прекращают эти употребления и занимаются, ну, более полезными делами. А зависимый человек, он не может остановиться. То есть, просыпаясь на следующий день, он продолжает употребление алкоголя, потому что его организм, ну, как бы просит, да, еще, еще и еще. И, конечно, это самый главный повод обратиться, чтобы как можно раньше прервать это запойное состояние. А если мы говорим, например, об алкогольном отравлении, да, то, ну, симптомы, наверное, все знают. Да, это тошнота, сильная головная боль, мурашки перед глазами. Особенно опасно отравление суррогатными напитками. Тут, конечно, требуется немедленная медицинская помощь. Ведь мы знаем, что прием буквально нескольких миллилитров метанола ведет к печальным последствиям. Да, даже, может быть, да, смерти. да, к летальным исходам. И, в общем-то, медики постоянно же сталкиваются с этим. Это большая проблема, действительно. То есть вот с точки зрения специалиста-нарколога, вот эта традиционная анекдотическая ситуация с желанием опохмелиться, вы категорически ее отвергаете? Да, конечно, конечно. Вообще здоровый человек не будет опохмеляться, да, как я сказала выше. Почему человек начинает вообще опохмеляться? Потому что организм, почувствовав в себе, да, вот, даже небольшие дозы алкоголя, как говорят наши пациенты, вот, буквально губы смочили, начинает просить еще, еще, еще. Потому что биохимические процессы в организме зависимого человека, они ведь работают совсем по-другому. Поэтому вот эта вот тяга, да, вот это вот желание, оно выражается в такой негативной симптоматике, да, потряхивание тела, например, нарушение сна, раздражительности, каким-то, ну, соматическим таким вот нарушением, да. И человек для того, чтобы снять эту негативную симптоматику, он начинает употреблять кратковременно, как будто бы улучшает свое состояние, да, а на следующий день опять возвращается к этому. То есть получается такой порочный круг. И из него он выбраться сам не может, к сожалению. Он не может остановиться, потому что тяга слишком сильная. Ну вот к вопросу о выбраться. Тем не менее, все равно вся страна будет отдыхать больше 10 дней. Как правильно из этих праздников выйти? Да, я думаю, что, наверное, если не употреблять слишком много, то тут, наверное, не будет проблемы, да, как выйти. Праздники же нам даются для того, чтобы мы хорошо отдохнули, да, провели время со своей семьей, а не для того, чтобы находиться в состоянии, ну, измененного алкоголем сознания, так скажем, да. Поэтому, я думаю, проблем с выходом ни у кого не будет. Праздники даются для того, чтобы отдохнуть хорошо и потом плодотворно работать весь год. За 10 дней отдыхать привыкнем. Как психологически выйти из состояния отдыха? Ну, Не конечно, да, потерять это, наверное, тяжеловато всем, да и наркологам в том числе. Ну, что делать? Такие мини-каникулы, они тоже хороши, по сути, да, это такой небольшой отпуск. Я думаю, плодотворно проводить время, устать от праздников и с удовольствием выйти на работу. Это единственный, наверное, такой способ. Больше чем уверен, что новогодние каникулы пройдут хорошо, и у вас будет не так много работы, как раньше. Наталья Альбертовна, я благодарю вас за беседу. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Наталья Старцева. До встречи в эфире.